Харидович, действительно, смотрите, последнее время мы видим, что участились дроновые атаки не только по территории, в принципе, там Московской области, но и в Чечню залетают. Больше того, дрон атаковал в Грозном сити-центр, да, который расположен в 800 метрах от резиденции Кадырова. Вот что это, по вашему мнению, происходит? Это же ведь больше, чем просто цель оттянуть, к примеру, там противовоздушную оборону с Московской области. Евгений, я это как раз комментировал с вашими коллегами, мы обсуждали это. Именно вот этот удар, о котором вы говорите, который нанесен по сети Грозной, мы это рассматриваем как провокацию российских спецслужб. Вот предыдущие залеты, предыдущие прилеты, как принято сейчас говорить, это были оправданы, и это никто не скрывал. Да? Это были нанесены удары украинскими вооруженными силами. Потому что те объекты, куда были нанесены эти удары, они являлись абсолютно легитимными. Это были сосредоточения оккупационных структур, именно силовых структур, военных структур, подготовительная тренировочная база для мобилизованных, которые отправляются в Украину. Это были абсолютно легитимные цели. А вот удар поэтому, это в большей степени нанесен удар по Кадырову, по кадыровскому имиджу. Потому что с самого начала их роли, вот марионеточное правительство и коллаборанты, они хвастались тем, что вот они отстроили город Грозный, разрушенный в результате войн. Хотя на самом деле это были попытки Путина и России замести следы, зачистить следы после военных преступлений. Вы знаете, что до начала российской агрессии, вторжения в Украину, город Грозный, город Джохар, он являлся единственным объектом, который был разрушен в результате современной войны. После Второй мировой войны, аналога войны, которая была и прошла в Чечне, ее не было. И, конечно, это был как памятник и символ вот тех военных преступлений, которые совершила Россия. И во что бы то ни стало, Путину нужно было зачистить, замести следы этих военных преступлений. Тот период, когда это было спланировано, восстановление так называемое. А на самом деле это попытка замести следы. Вы знаете, что есть такое выражение «потемкинские деревни», да? Особенно в начале оно так и строилось. Вот стена, она как бы отремонтирована, отстроена, а за этой стеной разруха и развалины. Потом постепенно уже Кадыров, когда он уверовал, что эта республика и Чеченская республика стала его вотчиной, они начали потихоньку восстанавливать. Знаешь, все объекты, которые сегодня строятся или построены, они являются частной собственностью Кадырова и его окружения. Конечно, это удар был нанесен именно по Кадырову, и поэтому мы так это и расцениваем. А то, что вооруженные силы Украины наносят удары по всей территории России, конечно, это очень позитивный момент, особенно сегодня, когда и американцы, и русские считают, что они побеждают в Украине. Это доказательство того, что в этой войне Россия не может просто выиграть и не может победить. Вы говорите, что это удар по Кадырову и это провокация. А вот чтобы что? Потому что Кадыров же после этого заявлял, что, мол, будет ответка. Да нет, Евгений, я не думаю, что Кадыров, что бы ни говорил, вот больной человек, он скажет то, что ему скажут сказать. Да? Естественно, он не может сейчас признать факт, что этот удар нанесен ФСБшниками. Ему лучше это апеллировать к украинцам, чеченцам, которые находятся в Украине, и сказать: вот мы вам остроим, дайте нам локацию, где вы находитесь, я приду и расправлюсь с вами. Ну, это абсолютно из области пропаганды. И Кадырову так удобнее было говорить, чем признавать факт, что русские нанесли удар по нему. Ахмед Харидович, просто вот мне Мусала Маев рассказывал о том, что, вот его мнение, давно Кадыров в немилости у Путина, и как бы все делается сейчас для того, чтобы, собственно, его снять и сменить, и он сейчас только занимается тем, чтобы, собственно, сберечь свою семью. Вот что вам известно? Нет, естественно,
ситуация отношений к Кадырову изменилась не потому, что Кадыров поменял свои политические взгляды, или он им не выгоден как марионетка, а в том, что дело связано с его здоровьем, потому что он в любой момент может скончаться. И его состояние, физическое состояние относительно здоровья очень плачевное. И исходя из этого, там есть разные версии, которые прорабатываются и в российских спецструктурах, и у кадыровского окружения. Ну, они абсолютно разнятся. Кадыров и его окружение, конечно, хотят обеспечить преемственность кадыровской банды, а в структурах российских спецслужб рассматривают совершенно другой вариант. В конце концов, взять под контроль Чеченскую республику всецело, чем они сегодня считают обделены из-за позиции или из-за отношения Путина к Кадырову, из-за их личных отношений. А на самом деле Путину Кадыров нужен и будет Кадыров до тех пор, пока он жив, если Путин будет оставаться в Кремле. Ни о каком его смещении живого Кадырова речи не идет. А о том, что после его смерти какие будут варианты рассматриваться, это да, эта тема муссируется. И, как я сказал, в окружении Кадырова, и также в кабинетах российских спецслужб. Ахмед Халидович, вы однозначно следите за событиями, которые происходят в Берлине, встреча украинской и американских делегаций, повестка дня все та же. Мирный процесс, мирные переговоры, гарантии безопасности и тому подобное. И сообщается, что якобы американская делегация продолжает настаивать на том, чтобы Украина отказалась от Донбасса. Ну, что, в принципе, Владимир Зеленский говорил, что неприемлемо, если Украина. Может ли это означать, ну, такой сговор, получается, США и РФ? Евгений, это, в принципе, давно очевидный вопрос, что сегодня позиция Трампа, я не скажу всю Америку, конечно, отношение американцев к этому двойственно. Есть те, которые сегодня лоббируют интересы Путина в этом вопросе. И есть те, которые категорически выступают против вот такого отношения и такого поведения. И поэтому сегодня Кушнер или Витков, которые сегодня ведут переговоры от имени Трампа, даже не от имени Соединенных Штатов Америки, а от имени Трампа, я это подчеркиваю, американцы вмешиваются в этот конфликт, в эту ситуацию, когда появляется на политической арене Марк Рубио. Вот это позиция Соединенных Штатов Америки. Он очень осторожно пытается сохранить вот этот баланс между тем, чтобы Трамп его не освободил, не отстранил, и с тем, чтобы не совсем было очевидно, и чтобы не совсем поддерживать Трампа в его этих намерениях относительно украинского конфликта. Поэтому то, что сегодня мы наблюдаем в Берлине, вчера, сегодня, это позиция Трампа. И они хотят во что бы то ни стало склонить Украину. Украину, может быть, им и каким-то образом удалось бы склонить, если бы не Европейский Союз. Я не имею в виду, что украинское руководство пойдет когда-либо на предательство, но оно обошлось бы, вот такая твердая позиция Украины относительно территории, она была бы подорвана тем, что отказались бы поддерживать Украину. И в этой ситуации, конечно, украинцам пришлось бы тяжело. Но сегодня сами европейцы не позволят и не позволяют и Украине, и противостоят позиции Трампа с тем, чтобы Украина уступила территории, которые она сегодня контролирует. Поэтому я не думаю, что оно будет иметь развитие, а что они занимают, что Трамп занимает пропутинскую позицию в этих вопросах, это абсолютно очевидно. И, конечно, его представители, которые не имеют, Кушнер, он не занимает никакую должность в Соединенных Штатах Америки в этом государстве. Витков – это его личный спецпредставитель Трампа. Поэтому и рассматривать это нужно не как позицию Америки или американцев, а как позицию Трампа и его окружения, который, на мой взгляд, не увенчается успехом. Вы имеете в виду, что эти переговоры ни к чему не приведут?
Не, во-первых, они ни к чему не приведут, потому что Путин, если бы даже а, украинцы все согласились бы с тем, что вот они предлагают, если не будет официальной капитуляции с требованиями выполнения условий России, Путин не остановит войну. Сейчас же разговор идет не о прекращении огня, Евгений. Разговор ведется о том, чтобы заключить соглашение с тем, чтобы Путину, когда он закончит войну, чтобы с него не спрашивали за те злодеяния, которые он совершил. Вот в этих пунктах можно читать абсолютно однозначно: снятие санкций с России, упразднение всех трибуналов, судов, амнистия всем, кто участвовал в войне, в первую очередь амнистия Путину. Все эти вопросы закладываются в это. И Путин хочет быть уверен в том, что вот так оно и реализуется, если когда-либо он остановит войну. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, никакой тенденции к тому, что Путин остановит войну или хочет остановить войну, этого нет. А вот эти разговоры, они направлены на то, чтобы сегодня они очень выгодны Путину. Это его выводит из международной изоляции. Это его делает рукопожатным. Военного преступника, который совершает в 21 веке, начал агрессивную войну и ведет преступными методами войну, убивая гражданское население, разрушая инфраструктуру, это идет вразрез всех, абсолютно всех принципов и норм международного права. Человек, который нарушает все эти права, сегодня еще является рукопожатным. С ним разговаривает не кто-либо, а с ним ведут переговоры Соединенные Штаты Америки в лице президента. И это, конечно, Путину для того, чтобы продолжать войну, это были необходимые условия, чтобы он мог вот так вот, как он сейчас это делает, продолжать войну. Ему нужно было прорвать вот эту блокаду, вот эту международную свою изоляцию. А это благодаря Трампу и его высказываниям это произошло. И поэтому он сегодня может спокойно продолжать, имея и в международной политике он занимает определенное место, и его считают рукопожатным, и для внутреннего пользования, что, видите, украинцы говорили, что нас изолируют от всего мира, а мы сегодня ведем переговоры с ведущими державами мира, и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. И это то, что не хватало Путину для того, чтобы продолжать войну. Вот это сегодня Трамп ему дал. И поэтому он будет продолжать войну. Вы говорите, что Путин хочет снятия санкций, хочет, чтобы не было ответственности за те военные преступления. А получается, готов ли он это променять, скажем так, когда мы снова-таки говорим о вопросе территорий? Вот. Никакого обмена территории. Пока есть в Европе Украина, Россия не будет доминировать ни в каких вопросах. Если Украина действительно станет свободным и независимым государством, что мы и наблюдали, вот какой процесс мы наблюдали. И поэтому для России, чтобы сохранить доминант в Европе и европейском континенте, необходимо ликвидировать украинское государство. Вот чем Путин и занимается. И вот когда они все, как один, все спикеры России, Песков, Ушаков, Лавров, все кто, не говоря уже о пропагандистах, они все однозначно заявляют, что России необходимо выполнить первоначальные задачи, да, решить свои стратегические вопросы, что они доведут до конца задуманное. А довести до конца задуманное – это ликвидация украинского государства, что и озвучил Путин в начале войны. От этой позиции они не отказались. И, естественно, украинское руководство, они это четко знают и понимают. И лидеры европейских стран в целом, они это понимают, чему и для чего это была война начата, и чего хотят добиться русские в этой войне. И поэтому они будут противостоять, потому что следующими после уничтожения украинского государства будут уже другие европейские страны. И эти страны это очень хорошо понимают.
Ахмед Халидович, ну вы смотрите, вот есть понимание у европейских лидеров, есть понимание у Владимира Зеленского, но мы же видим, что даже вот обоюдными, скажем так, усилиями, ну не получается сломать мнение Дональда Трампа и его окружения, которые сейчас ведут переговоры. Какие еще, возможно, аргументы не были задействованы? Каким образом еще можно повлиять? И можно ли, в принципе, сломать вот их позицию в такой вот поддержке Кремля? Позицию Трампа невозможно будет сломать относительно этого конфликта. А позицию России это можно было бы сделать, и это можно сделать. Если Европейский Союз и Украина, ну, в частности, это в большей степени зависит от Европейского Союза, но рупором этих вопросов, не вынося это на такую публичную полемику, может стать и должна была стать Украина. Сегодня необходимо Россию, точно так же, как они себя ведут, Россию необходимо подрывать изнутри, создавать дополнительные проблемы для России, чтобы она так не могла продолжать вот эту агрессивную войну, так безболезненно для себя. Сегодня очень много есть сил, есть инструментов для того, чтобы вот эту ситуацию переломить. Но до сих пор это не делается. Но я уверен в том, что если они хотят ситуацию на самом деле переломить в пользу Украины и в пользу цивилизованного мира, им придется вернуться к этому вопросу. Этим вопросом, мы с вами об этом уже говорили, Евгений, я имею в виду Кавказ, я имею в виду Чеченская республика. Сегодняшняя Россия стала восстанавливаться и превратилась в то, во что она превратилась сегодня, то есть угрозу для всего мира, все это началось в Чечне. И до тех пор, пока мы в политическом отношении не вернем ситуацию вот именно к чеченской проблеме и к чеченской теме, Путин будет продолжать войну. Если мы вернемся к чеченской теме, к чеченскому вопросу и к тому, что все это началось не в 2014 году, а в 1994 году, вот тогда уже результаты и разговоры на эту тему будут абсолютно другие. Сегодня нужно понимать, что не русские с украинцами воюют. Воюют две системы. Система автократии, тоталитаризма и демократии. Вот до тех пор, пока не будет всем миром осознанно, на чьей стороне они находятся, на стороне хороших русских, плохих русских, или украинцев, храбрых, смелых, или же они отстаивают позицию систем, которые существуют в мире. Есть демократический мир и есть тоталитарный. Вот сегодня идет борьба между вот этими двумя системами. И вопрос не в Путине. До тех пор, пока сохраняется вот система, которая сама восполняется и создает Путиных, война же началась не с Путина, война началась с Ельцина. В 1994 году первую войну, русско-чеченскую, начал войну Ельцин. Вот те локальные войны, которые шли по всему постсоветскому пространству или тогда еще по Советскому Союзу, вел Горбачев, лауреат премии, Нобелевской премии мира. Он вел эти войны. Они шли в Азербайджане, в Грузии, в Чечне, Ингушетии, 92 год. Все эти преступления совершались еще в бытность СССР и при Горбачеве. Ельцин это как преемник принял на себя и продолжил войну уже конкретно с тем, чтобы в последующем решить вопрос Молдавии, Грузии, Украины, которые наметились и определились как независимые государства. И, естественно, балтийские страны, которые подпадали под эту категорию, которой Россия должна была взять контроль. Все эти подготовки начались в Чечне. И сегодня необходимо, чтобы вот понимать, что до тех пор, пока Россия сохраняется как империя, эта угроза сохраняется. И вот для того, чтобы Россия перестала существовать как империя, необходимо работать с регионами, которые готовы или которые были готовы выйти, вернее, отстоять свою свободу и независимость. Чеченская республика это доказала в результате 30-летнего противостояния. Есть другие регионы, которые сегодня, если будет позитивное и положительное отношение к тому, чтобы Чечня стала независимой и свободным, которые последуют этому примеру. И до тех пор, пока, да, я понимаю, там все американцы боятся, Европа боится, что
принцип домино, и что это Россия, огромная территория, что там наступит хаос и беспорядки. Но большая угроза, которая сегодня эта система представляет для цивилизации, децентрализация России будет иметь меньше последствий и меньше угроз для цивилизованного мира, чем сегодняшняя Россия. Поэтому, исходя из этого меньшее и большее зло, нужно решить вопрос с тем, чтобы Россия перестала существовать как империя. Поэтому я и начала нашу с вами беседу, собственно, с ударов беспилотников по Чеченской республике. Да, вот имеется в виду, что может ли это тоже расцениваться как некий сигнал о том, что расшатывается ситуация внутри, можно ли ее действительно расшатать? К большому сожалению, вот такими методами ее не рассчитаешь. Ее нужно рассчитать, это политические вопросы, и ее нужно для начала, чтобы это произошло, необходимо принимать политические шаги, направленные на признание Чеченской республики Ичкерия как независимое государство, на признание по аналогии Украинской Рады, признание территории Чеченской республики оккупированной, признание факта того, что Россия совершила военные преступления на территории Чеченской республики. Вот принимая вот такого плана, такого рода политические решения, это закладывается основа для того, чтобы и другие регионы и республики, которые страдали, страдают и будут страдать от Российской империи, чтобы они стали на позицию децентрализации России, на позицию, на реализацию своего права, универсального права народов на самоопределение. Вот к этому ситуацию склонить могут только политические решения. Поэтому мы говорим, что да, инициаторами этих вопросов должна стать Украина, но решение за этих вопросов сохраняется за Европейским Союзом. Ахмед Халидович, Орбан при этом при всем говорит, что эта неделя решающая, либо мир, либо война в Украине. Вот подливает масло в огонь. Но даже если так случится, что на этой неделе, условно говоря, не приведут ни к чему эти переговоры, как вы уже сказали, то что тогда? Как будут вести себя тогда Дональд Трамп и его окружение? Мне вообще непонятна позиция, война или мир. В Украине война идет с 2014 года. Ничего нового для Украины не изменится по истечении этой недели. Да, может быть, что по истечении этой недели Трамп сделает какой-то очередной дедлайн, скажет или украинцам, или русским, вот я даю там столько-то времени. Но ничего существенно не изменится. Украина должна мобилизоваться, Украина должна настроиться на то, что Путин до сегодняшнего дня не собирается останавливать войну. То есть Россия и система, которая развязала эту войну, они не собираются останавливать войну. Это мне тяжело говорить, это я знаю, очень неприятно, да, это очень тяжело выносить. Мы проходили через это, мы проходим. Но, к большому сожалению, реальность такова, что на сегодняшний день война продолжается. И эту войну может остановить только Россия. И вынудить Россию для того, чтобы остановить войну, могли бы всем миром. Но, к большому сожалению, на сегодняшний день ни Соединенные Штаты Америки и многие другие страны не заинтересованы в этом. Потому что даже сегодняшние союзники Украины, они не заинтересованы в том, чтобы сегодня Россия остановила эту войну, потому что они понимают, если Россия освободиться от украинской войны, она откроет направление войны уже в других странах и в других регионах. Поэтому Европе необходимо и нужно время, пока идет война, подготовиться к возможной российской агрессии. Вот чем сегодня европейцы и заняты. И Мерц, и Макрон, и другие лидеры западных стран, они очень четко осознают, какую угрозу представляет сегодняшняя Россия как империя. И вот они будут продолжать поддерживать Украину, несмотря ни на что. А Путин просто не может, вот в сегодняшних этих условиях, он не может остановить войну, потому что это закончится для него крахом, лично для крахом вот этой системы. И система на сегодняшний день, которая привела к власти Путина и сохраняет его, они не готовы к тому, чтобы изменить существующий формат не столько власти, но изменить существующий формат вот этой системы, которая была заложена еще
очень давно, еще при КГБ Андропове, которые они немного это растянули под предлогом того, что они начали какую-то перестройку и реформу, горбачевские реформы так называемые, когда они хотели обновить Советский Союз уже с элементами рыночной экономики. Это было заложено тогда. Но они еще с этих пор не отказывались от гегемонии и от своего влияния на советском пространстве, или, как принято говорить, на постсоветском пространстве после распада СССР. И на сегодняшний день эта ситуация не изменилась. Вы когда говорите о крахе системы вот в целом, а если вот детально и в практическом плане, вот опишите, вот что вы имеете в виду, вот условно говоря, мы моделируем ситуацию, сейчас Путин принимает соответствующее решение об окончании боевых действий. Крах системы, с чего начинается? Российская экономика, она всецело переведена на военные рельсы. Она может существовать, пока идет война, и будет давать такие какие-то позитивные моменты. Хотя сегодня сложно говорить об этом тоже. Есть экономисты, которые делают анализ и предсказывают крах российской экономики, если даже война в таком виде будет продолжаться. Но крах экономики – это не крах системы, потому что нужно понимать, крах экономики могло бы повлиять на Украину, на какие-то другие народы или другие европейские страны. Если экономика рухнет, то все развалится. В России совершенно другой менталитет. Может, русские, если им подают пилюлю, вот имперскую пилюлю, которую они имеют сегодня, что мы самые сильные и что нас все боятся, они готовы голодать, они готовы делать все, что угодно, умирать, погибать, чтобы сохраниться, как им кажется, как великая нация, самая большая страна и самое большое государство. Только политическая дестабилизация внутри России может разрушить эту систему. А вот политическая дестабилизация, она произойдет, если сегодня Путин, не добившись тех результатов или не добившись изначально объявленной задачи, не выполнив эти задачи, если он остановит войну. Начнется внутренняя дестабилизация. И Путин это очень хорошо понимает. И эта система очень хорошо понимает. И вот только в этом случае начнет разрушаться вот эта система. Когда начнутся проявляться самостоятельные какие-то решения, будут приниматься регионами. Башкортостан, Татарстан, Кавказ и другие регионы, самостоятельные регионы, которые не захотят вовлекаться вот в эту внутреннюю гражданское противостояние Кремля вот с этими военными преступниками, которые освободились от войны в Украине. Их надо будет куда-то девать. Или они должны уйти в Европу, или они должны заменить чем-то. Путин должен какую-то конфету им дать, а он ее не может дать, потому что у него все рассчитано и поставлено на войну, которая будет продолжаться. Вот поэтому они не могут остановить эту войну. Вы имеете в виду, что вот это вот зетное сообщество, те, которые за войну, то есть они могут начать раскачивать ситуацию? Да, абсолютно. Только они, да, и только они, никакого другого влияния нет. Только те, кто сегодня всецело поддерживает войну в Украине, Россию, Путина, вот эти 80-90%, они будут выступать против, если Путин остановит эту войну. Они начнут раскачивать ситуацию. Ахмед Халидович, ну мы же видели, например, ну когда кто-то что-то против говорил, вот Стрелков, да, давайте возьмем, ну там вышел его поддержать, несколько человек, ну как бы такого какого-то сопротивления, собственно, не было. Вот почему тогда в этом случае? Вот... Потому что война продолжается. Война продолжается. Если бы война остановилась бы и появился бы Стрелков, Гиркин или кто-то другой, это была бы совершенно другая ситуация. Потому что пока продолжается война, все идет, как Путин запланировал, то он разрушает государство Украины. Вот о чем он периодически заявляет. Пока мы не достигнем своих целей, мы войну не остановим. А цель у них одна – это разрушить украинское государство. А есть ли ресурсы и силы и вообще возможности для этого всего, учитывая, вот если мы на перспективу смотрим? Да, если сегодня вот в том же ключе будет продолжать Европейский Союз и Рамштайн, которые союзники Украины, которые поддерживают Украину, да, в конечном итоге Россия выдохнется, и она не выдержит в конечном итоге. Но сколько еще? У России достаточно серьезный потенциал и
огромный ресурс. И поэтому, если будет нанесен мощный удар военного поражения по линии фронта, вот это тоже может сыграть. А это возможно, если Европейский Союз и другие страны, которые поддерживают Украину, усилят поддержку и помощь. И, конечно же, играет большое значение само внутренняя мобилизация Украины и украинского народа. Насколько готовы и пожертвовать, хотя очень большие жертвы есть, и то, что сегодня сделано украинским народом, это, конечно, великое дело. Но в любом случае наполовину победителем невозможно стать, как и невозможно стать наполовину половинчатой любыми. Но на сегодняшний день победа не одержана, и поэтому украинцы должны подтянуться и сделать так, чтобы не проиграть эту войну. А не проиграть войну можно только победив. Только военное поражение России возможно изменить ситуацию.